Постараться открыть для себя новую веху в творчестве, как когда-то сделал это Кандинский, смогут художники, которые прибыли в Коми на живописный пленэр. Он уже 4-й год собирает молодых мастеров изобразительного искусства всего Северо-Запада. На протяжении 2 недель 12 творцов будут работать в живописных местах Коми, а 24 сентября представят наработки на выставке в Национальной галерее. Я знаю, что вы посетите очень красивые, заповедные, очень дышащие историей места на карте нашего региона, и уверен, что они найдут отражение и в ваших работах, и все те работы, которые останутся нам по итогам живописного пленэра, позволят людям из разных уголков нашей республики прикоснуться к тем святым местам, которые вы будете посещать. В этом году пленэр проходит под эгидой путешествия Василия Кандинского по Коми-краю. Молодые художники уже побывали на выставке его работ в Национальной галерее, а теперь их ждет самое интересное – путешествие по следам великого мастера. Гостей свозят старинные Коми-села – Усть-Колом, Иб, Нюфчем и Дон, где они еще ближе познакомятся с культурой Севера и своими глазами увидят места, в которых творил Кандинский. Самое главное, конечно, это я приехала за впечатлениями, потому что для художника очень важно впечатление. Тем более я ни разу не была в республике Коми, для меня это просто новый мир, и я хочу открыть для себя впечатление вот от выставки, от работ, от той экскурсии, которую нам рассказали здесь. Уже какое-то брожение внутри уже пошло, и я думаю, что особенно вот национальные костюмы, какие-то предметы быта, они уже навевают какую-то тематику, и, конечно, у меня в голове уже что-то созрело, но я не знаю, что я увижу впереди. Я думаю, что это будет очень интересно. В этом году традиционно художественным руководителем пленэра стал заслуженный художник России Виктор Орлов. Он отметил, что художникам будет работать интереснее, потому что Кандинский, к личности которого привязан пленэр, был одним из тех, кто стоял у истоков абстракции. И именно это дает свободу творчеству молодым мастерам. Мне кажется, что, несмотря на испорченную уже погоду, будем надеяться, что она все-таки еще подождет, совсем плакать, мы, думаю, очень хорошо поработаем, потому что некоторых людей я знаю, как они работают, то это будет очень серьезный выход и должен быть очень интересный выход с работы. А это самое главное для пленэра и самое главное для организаторов, для музея, чтобы работы были яркие, индивидуальные и отвечали поставленной задаче. По словам участников мероприятия, такие пленэры – хорошая возможность не только впечатлиться и отразить это в творчестве, а найти людей по духу в других регионах. Свои же работы мастера покажут на итоговой выставке в Национальной галерее 24 сентября, а лучшие пополнят фонд галереи. Дарья Вологжанина, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывкар.